У нас на самом деле настоящий эксклюзив, и можно с уверенностью сказать, что первый командир полка будет на башкирской лошади. Такого еще вы не видели. Лошадь вот на утренней заре, когда только начинается заря, в это время можно бесшумно и незаметно зайти, завести все, что нужно. И вот представьте, если будет хотя бы 2 лошади на батальон, то есть в принципе зашел на позиции, 200 килограммов занес одновременно. А в целом послушные? Да, вот этот послушный, молодец. Ну, пугливый. А имя уже дали, как придумали? Обзелил. Мы остановимся и поснимаем, Чтобы они... Мы приехали к нашим друзьям, это 3-й мобилизованный полк, формировался он в Пензе. Здесь ребята из Ульяновской области, из Пензы, ну, конечно, из Башкортостана. Из Башкортостана здесь более 700 человек. Мы для себя обнаружили, что по всем регионам, вот, что Пенза, что Ульяновск, что Башкирия, региональные награды для бойцов значит больше, чем ведомственные. Вы знаете, наверное, да, чем подтвержден орден Шаймуратова? Льготы пожизненные дальше для бойца. Равняйся. Смирно. Майор Насыров. Для награждения ко мне. Указом главы Республики Башкортостан Насыров Ильдар Амирханович награждается медалью генерала Шаймуратова. Поздравляю. Младший сержант Тагиров. Для награждения ко мне. Указом главы Республики Башкортостан Тагиров Марсель Ришатович награжден медалью генерала Шаймуратова. Поздравляю. Вы их заслужили своим ратным трудом, преданностью Родине и служением Отечеству. Поздравляю, во-первых, награжденных. Во-вторых, хочется передать вам слова благодарности и признательности от всех жителей Республики Башкортостан, лично от главы Радифа Фаридовича Хабирова. Для них, для всех, те, кто за ленточкой, в России, как мы называем здесь, да, для них, для всех вы здесь герои. И это действительно так. Поэтому огромная вам благодарность и признательность от лица Республики Башкортостан. Спасибо большое. Позывной у меня Хан, родом я из Хайбинского района. Здесь с самого начала мы вместе с полком. Прежде всего, это большой сигнал для всего батальона, для всего полка, что республика нас не забывает. Не просто с этим наградом, да и так в такие дни тоже вот, оказание гуманитарной помощи, техникой, запчастями, маскировочной силой, снаряжение. Идет реальная помощь республике. То, что республика начала оказывать помощь, снабжать подразделения наши, ну, полк, подвинуло на Ульяновскую и Пензенскую область. Такой мотиватор. Да, для мотиватор. 21 числа объявили мобилизацию. На следующий день с утра пришла повестка. И все. Так и уехал. Я узнал то, что повестка ему пришла, пошел, никому не сказав, в военкомат, взял повестку и добровольно, то есть поехал вслед за братом. И так и получилось, то, что мы попали вместе. Даже не думал о таком, что кто-то так сделает и пойдет. А так, в принципе, из семьи только одного призвали. В этом подразделении, на самом деле, особое внимание спорту. Если вот посмотреть внимательно, за моей спиной здесь кольца, там есть брусья. Сейчас покажу весь процесс, как ребят занимаются ежедневно. Сможешь? Конечно. Слушай, вообще важно, нет, вот здесь все равно поддерживать физическую форму? Обязательно. Это нужно в первую очередь для выноса раненых, чтобы был силы, выносливость. Бегать надо обязательно. Ребята не теряют времени зря, и вот такая вот самодельная зенитка установлена просто на УАЗ Патриот. Вот у нас и прицел тут такой тоже, чтобы все ночной видеть, когда птичка летит. Вот, так сбиваем. Эффективно? Ну да. Есть такой. На какую дальность она берет? Ну, дальность, ну, метров 500 точно идет. За моей спиной очень такой хороший, большой помощник в деле копания, в общем-то, окопов. И вот такой вот экскаватор очень сильно выручает, говорят военные. Если блиндаж, вот мы копали 3 на 5 за 2 дня. А так человек 3-4 дня, наверное, копали. Сейчас все иномарки, ростики, легко. Первый раз в жизни за экскаватором? Нет? На гражданке работал.
Что еще очень сильно бросается в глаза, так это четкая организованность. Чтобы вы понимали, свое подразделение, в общем, где они находятся, называют они это деревенька. Но у деревеньки, как и у любого населенного пункта, есть свои улочки. Вот, например, я сейчас нахожусь на улице Лесной. Сейчас я нахожусь вот еще в одном блиндаже, но чем он отличается от других? Тем, что это будущее стойло для башкирских лошадей, которые были привезены специально для этого полка. В общем-то, здесь условия будут созданы достаточно просторно, и, в общем-то, после подготовки лошадей они будут уже здесь на своем боевом дежурстве. А это аппарат ласково военные называют мотолыга. На ней, в общем-то, военные добираются до самых труднодоступных точек. На ней, в общем-то, вывозят тех, кто получил ранение. Азат, ну смотри, вот расскажи лучше о себе, да? Вот вы вместе с оператором уже не первый раз приезжаете. Вот Вадим тоже здесь. Вадим, салям. Я хотел камеру подправить. Да. Что уже вышло на башкирском спутником, на нашем любимом, да? А что нужно обязательно посмотреть, что посоветуешь? После каждой поездки мы привозим свои авторские фильмы, специальные репортажи. Вышло уже порядка 5 спецрепов с прошлого года, потому что каждую командировку мы выдаем по одному. И вот буквально после зимней поездки на передовой, где мы побывали с доставаловцами, шеймуратовцами, с нашими батальонами работали, там порой даже под обстрелами, сделали такой авторский фильм, название у него «Рабочие свои», часовой фильм вышел на канале БСТ. Очень большой отклик получил он и как вот среди жителей республики, так и огромные слова благодарности мы получили от самих ребят, которые здесь служат, да, бойцов, которые... Вот, ну, они прям здесь вас узнают, прям они так, узнают, да, как родных, да, встречают? Да, и вот меня вот спрашивают, вот, Азат, вот, ну, почему ты вот, постоянно тебя тянет сюда, почему ты едешь на Донбасс, почему вот ты хочешь здесь работать? И вот на самом деле вот, ты сюда приезжаешь не как вот на работу, а скорее всего как свою большую боевую семью. Относительно первоначального этапа количество потерь сокращено где-то в 12 раз. Ну, для меня это повод для гордости. Когда ротный 300-й, взводный 200-й, тяжело. Особенно, когда этих людей знал. И, ну, почему, ротному, дай бог ему здоровья, выздоровеет. Да, а взводный, ну, царствие небесное. Когда их знал с хорошей стороны. Достойных терять себя тяжело.